Здравствуйте! В эфире обзор чрезвычайных происшествий. В студии Юрий Осипов. Мошенники обманули жительницу Нерюнгри, представившись сотрудниками банка. У нее спросили, не оформляла ли она кредит, на что потерпевшая ответила отрицательно. Затем звонившая уточнила, карты каких банков у нее еще есть, и сказала, что переведет разговор на специалиста от того банка, чтобы уточнить информацию по поводу оформления кредита. Далее разговор продолжил якобы специалист по безопасности банка. Он сообщил, что в последнее время участились случаи оформления кредитов на людей без их ведома, и попросил продиктовать после звукового сигнала номера карт, которые у нее имеются, цифры на оборотной стороне, а также коды подтверждения из СМС-сообщений. Поверив лжеспециалисту, потерпевшая продиктовала запрашиваемые данные, в результате чего лишилась более 116 тысяч рублей. Отменить данную заявку он потребовал, чтобы я сообщила данные коды и номер карты. Мне пришли сообщения с 900, и я подумала, доверила, что действительно, что это сотрудник банка, и сказала ему цифры карты и коды. После этого было произведено снятие денег, хотя я не думала, что это мошенники, потому что они говорили очень деликатно, и не думала, что все так может случиться. Еще одной жертвой лжесотрудников банка стала жительница Нерюнгри. Позвонивший мужчина сообщил, что некий гражданин пытался похитить деньги с ее счета и что необходимо провести процедуру обновления банковского счета и перевести деньги на счета банковских ячеек, чтобы якобы обезопасить их от мошеннических действий. Следуя инструкциям лжесотрудника, женщина сняла со своих карт более 130 тысяч рублей и через банкомат перевела их на счета и номера телефонов, которые диктовал звонивший. Мужчина заверил потерпевшую, что через 3 дня деньги вернутся ей на обновленный счет. Вот только своих денег женщина больше не увидела. Жительница Абыйского района обвиняется в истязании малолетнего ребенка. В ее отношении возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Следственный комитет по Якутии. В ходе беседы, проводимой с 9-летним мальчиком, инспектором ПДН установлено, что на протяжении 2 лет, в период с февраля 2019 по февраль 2021 года, женщина в состоянии алкогольного опьянения у себя дома избивала ребенка. При этом, не ограничиваясь руками, применяла другие подручные предметы. Мальчик в настоящее время находится на попечении бабушки, и специалисты Центра социально-психологической поддержки семьи и молодежи проводят мероприятия по оказанию ему психологической помощи. В рамках расследования проводятся допросы, осмотры и иные следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательной базы. Для установления степени тяжести вреда, причиненного здоровью ребенка, назначена судебно-медицинская экспертиза. На данный момент расследование продолжается. 2 мужчин осуждены за убийство своих знакомых в Якутии. По сообщению прокуратуры региона, коллегия присяжных заседателей признала их виновными в убийстве 2 группой лиц по предварительному сговору. Установлено, что подсудимые в конце мая 2019 года в одном из гаражей в поселке Айхал Мирнинского района убили 2 своих знакомых. Тела впоследствии были сброшены подсудимыми во враг. Отмечается, что мужчины не признали вину, пытаясь скинуть ее друг на друга. Суд приговорил их к 19 и 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Следователи задержали подозреваемого в убийстве 4 человек: малолетнего ребенка, его матери, бабушки и дедушки на окраине Нижнего Новгорода. Подозреваемого задержали в соседней Владимирской области. 26-летний мужчина доставлен к следователям СК для допроса. В настоящее время следователи допрашивают подозреваемого. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. В Великобритании в городе Эксетер взорвали бомбу времен Второй мировой войны. На месте подрыва образовалась воронка такого размера, что в нее легко можно поместить 2 лондонских автобуса даблдекера. Подробности в следующем материале рассказывает Андрей Санников. В городе Эксетер на юго-западе Великобритании в субботу провели контролируемый взрыв бомбы времен Второй мировой войны. Снаряд весом 1000 килограммов обнаружили на строительной площадке неподалеку от здания университета. Перед детонацией из опасной зоны эвакуировали несколько тысяч человек. Им пришлось ночевать в отелях. Многие из них до сих пор не могут вернуться в свои жилища, поскольку во время взрыва были повреждены расположенные поблизости здания. В ходе Второй мировой войны Эксетер подвергался массовым бомбардировкам немецких войск. На город было сброшено свыше 7000 снарядов. Это был обзор чрезвычайных происшествий. Берегите себя и до встречи в эфире.